Крым становится островом. Начинается бессрочная блокада аннексированной части Украины. На границе люди с оружием. До Крыму, из Крыму. Новая жизнь Старого Света. На неделе в ЕС договариваются о квотах, кому и сколько беженцев принимать. Одни бегут за лучшей жизнью, другие о таковой говорят и даже кричат. В Москве в президент-отеле международный съезд сепаратистов. Я вскрыл себе вены, распорол живот. Бывший украинский политзаключенный, студент Юрий Яценко о 12 месяцах, проведенных в российских тюрьмах. Смотрите эксклюзивное интервью. Это неделя. 7 дней нашей жизни в одной программе. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Крым окончательно становится островом. И дело даже не в геополитических определениях аннексии, а в бессрочной блокаде, которую на переходах между континентальной Украиной и теперь островом устраивают активисты крымских татар. Участники акции признаются, не понимают, почему Киев разрешает свободно торговать с Крымом, в то время как Евросоюз и Соединенные Штаты ввели санкции, бизнес там запретили. От Москвы требуют прекратить давление на татар и граждан Украины, от Киева не торговать, цитата, с оккупированной территорией. Отмечу, Меджлис крымских татар никогда не признавал присоединение полуострова к России и всегда использовал термин «аннексия». Легковые машины пропускают, большегрузным проезд закрыт. Сейчас на переходах практически не осталось фур, а в начале недели их было больше 200. Ирина Ромалийская. Ежедневно сотни фур везут из материковой Украины в оккупированный Крым продукты, бытовую химию, стройматериалы. Абсолютно законно торговать с полуостровом Киев не запрещает. Крымские татары решили, хватит. К ним присоединились бойцы батальонов «Правый сектор», «Айдар», самооборона из различных городов, общественные организации. Мы не хотим, чтобы нашими товарами укреплялась оккупационная власть. В частности, военные гарнизоны, которые выставили по всему Крыму. Пусть они думают о том, как будут перебрасывать продукты питания с материковой России вместо танков. Кормить Крым прекращаем. Все. Пусть освобождают наших политзаключенных, пусть их высвобождают. Будем запускать под украинским флагом гумконвой, не вопрос. О своей акции татары объявили недели за две. Все 3 дороги, ведущие в Крым, будут заблокированы для фур. Водитель Александр Петров везет на полуостров комбикорм для птиц. Получил таможенную декларацию, стоит тут уже 3-й день. Кто нам заплатит деньги за то, что я сюда спалил соляру, что я здесь 3 дня простоял? Кто мне вернет моих детей, которые там находятся? А у него на полуострове остались родные, поэтому лица не показывает. Журналистам называет лишь свой фронтовой позывной – Чингисхан. Я крымс-татарин, но я считаю себя украинцем. Я 1,5 года в окопах сижу, я воюю здесь. Защищаю целостность Украины. И в это время кто-то этого сепара кормит на той стороне. Правильно. Молодец. Не кто-то, то У кого-то сдают нервы. Этот водитель перекрыл 2-ю полосу движения. Мол, вы нас не впускаете, а мы вас не выпустим. Я узнаю, где ты живешь. Ты понял меня? Ты знаешь? Ну, я вас, наоборот, поддерживаю. Ты знаешь, да, что? знаю. Да. Вот если тебе сказали, я прошу прощения. Вы, пожалуйста, не нарушайте правопорядок. Это Илья Кива, заместитель начальника Херсонского областного управления милиции. Просто верните машину в исходное положение, подойдите к оргкомитету и согласуйте свои действия. Хорошо. Выполняйте, пожалуйста. На этом протест водителей и закончился. Ирина Ромалийская, Иван Носов. Специально для настоящего времени. Херсонская область, Украина. Тем временем, как говорят представители Меджлиса в интервью Forbes, из-за продовольственной блокады в Крыму уже начался рост цен. Однако крымские так называемые власти это отрицают и акцию считают, цитата, «глупой затеей». Давно все крымчане к этому были готовы. У всех сетевиков давно заключены контракты с сельхозпроизводителями Крыма, Российской Федерации. У нас полностью подготовлены все площадки для ярмарок в сельхозрайонах, для того, чтобы крымские сельхозпроизводители могли сбывать без проблем продукцию, а, соответственно, граждане доступ имели к более дешевому продукту. То есть никакой проблемы на самом деле-то нет. Более бессмысленной, бестолковой акции я не видел. Спикер Госсовета аннексированного Крыма Владимир Константинов в интервью РИА заявляет, украинская сторона фуры с товарами все же пропускает. Проезд в Крым, по его словам, стоит $1000. Мы связались с лидером крымских татар Мустафой Джамилевым. По его словам, дела на пропускных пунктах обстоят иначе. Ну, один случай только я знаю. Из Крыма выезжали, предлагали деньги, сказали, что могут заплатить, потому что они несут большие потери. Какие там $1000, они большие деньги предлагают. Но никто там не собирается с ними по деньгам торговаться. Есть требования отпустить заключенных, открыть ворота для наблюдателей международных организаций, восстановить демократические права, которые существовали при украинской власти. Тогда мы можем о чем-то говорить. А сейчас нет.
Судя по настроению организаторов акции, остров Крым оставаться таковым будет еще долго. Глава Меджлиса Арифат Чубаров призвал всех украинских патриотов к блокаде присоединиться. Мигранты. Одни европейцы готовы толерантно потесниться, у других одно только слово «беженцы» вызывает чувство страха. Неделя полна важных решений о европейском будущем незваных гостей с юга. Во вторник на встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС простым большинством, традиционное правило единогласных решений пока забывают, принимают многострадальное постановление о квотах для беженцев. Число мигрантов, которых в ЕС обязуются принять, с майских 40 тысяч возрастает до 120. Из них, правда, точно пока определена судьба лишь 66 тысяч. 17 тысяч беженцев примет Германия, 13 тысяч Франция. Дальше в пятерке лидеров по гостеприимству Испания, Польша и Нидерланды. Великобритания от системы квот отказывается, обещая открыть двери для 4 тысяч мигрантов в этом году и еще 20 тысяч в ближайшие 5 лет. Ирландия готова встретить 4 тысячи человек. Беженцев также примут Швейцария и Норвегия. Правда, с цифрами эти страны пока не определились. Судьба оставшихся 54 тысяч мигрантов должна решиться в ближайшее время. Вышеградская четверка, выступающая против принудительного введения квот, на неделе становится тройкой. Польша голосует за распределение гостей. Но Чехия, Венгрия и Словакия с квотами обещают бороться до последнего. Братислава настроена категоричнее всех. Пока я являюсь премьер-министром, обязательные квоты не будут приводиться в исполнение на территории Словакии. Мы будем принимать все необходимые меры, но этот позор лежит на совести тех, кто таким образом решил навязать мнение большинства. Брюссельский саммит Евросоюза проходит напряженно. Проблемы Греции и Украины, которые еще недавно казались главной ношей ЕС, теперь выглядят упражнениями по политической тактике. Официально главной целью саммита значится укрепление границ Объединенной Европы, чтобы защититься от новых потоков беженцев. Но укрепление рубежей – это не только квоты, колючая проволока и высокие заборы. Это еще и решение выделить миллиард евро Турции, Ливану и Иордании на улучшение условий проживания беженцев на их территориях, чтобы не бежали дальше в Европу. Суммы, квоты, протоколы, за ними судьбы живых людей. Наш корреспондент летит в Сирию, чтобы оттуда вместе с мигрантами отправиться в Европу, самому пройти путями беженцев. Во время этого путешествия он встречает молодую семью, которая, отыграв свадьбу, практически сразу бежит из Дамаска. Лагерь для беженцев в городе Трайскирхен самый большой в Австрии. Волонтеры раздают мигрантам одежду, детей развлекают клоуны. Саид и Амира живут здесь с начала сентября, в палатке с 6 другими выходцами из Сирии. Через какое-то время мы получим вид на жительство. А сначала мы выучим язык, поймем, как устроена эта страна, в какие магазины ходить. Саиду 27. Они с Амирой поженились всего месяц назад. Долгий путь в Австрию стал для них медовым месяцем. Впервые мы познакомились с ними на границе Греции и Македонии, где они пытались получить разрешение на транзит через территорию страны, к границе с Сербией. Я менеджер по продажам в компьютерной компании. В Сирии мне жилось неплохо. Я учил английский язык, но закончить обучение не смог, потому что началась война. Бросив все, Саид и Амира отправились на поиски жизни без войны. Попали в Европу на корабле, шли пешком и передвигались на попутках. В Сербии они попытались заплатить 1800 евро водителю, который отвез бы их напрямую в Германию. Но тот взял деньги и исчез. Саиду пришлось искать новый способ уехать. Здесь безопасно, но Сербия — это не то, о чем я мечтаю. Может быть, Бельгия или Германия, наполнить нашу жизнь, начать бизнес, найти работу, создать семью. Не знаю, это будущее, это судьба. Со второй попытки Саиду и Амире удалось пробраться в Австрию. Они пересекли границу Венгрии и там встретились с человеком, который пообещал их отвезти. Мы сели в машину, но тут сразу же подошли полицейские и вывели нас из машины. Наш водитель убежал. Мы тоже убежали и 2 часа прятались в туалете. Думали, что полиция нас найдет и снимет отпечатки пальцев. А еще я боялась, что нас разлучат и посадят в тюрьму. Теперь все позади, и молодоженам удалось найти жилье, хоть и временное.
Будущее в незнакомой стране туманно, но они не теряют надежды. Катерина Кочкина, Рэй Ферланг. Настоящее время. Пока одни бегут за лучшей долей, другие о таковой говорят и даже кричат, вздымая кулаки к небу. В Москве международный съезд сепаратистов. У них свое понимание лучшей жизни. Представители непризнанных государств со всего мира съезжаются в Россию на конференцию под названием «Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира». Организатором мероприятия выступает антиглобалистское движение России. Гостями форума, который, отмечу, проходит в президент-отеле и на деньги президентского фонда, становятся делегаты из Ирландии, Пуэрто-Рико, пустыни Сахара, штата Техас и, конечно, непризнанных ДНР, ЛНР. Беата Бубенец. Кого только нельзя было увидеть на слете сепаратистов, который накануне прошел в одной из московских гостиниц. Вот пуэрториканец Рамон Ненадич рассказывает о легитимизации незаконной оккупации его государства со стороны США. Это ирландский националист, представитель радикальной партии Шин Фейн. Несмотря на брутальный вид, рассказывал о притеснении его прав со стороны англичан. Я призываю всех людей доброй воли поднять высоко над головой осиновый кол, который рано или поздно возится в сердце американских упырей. За суверенитет, за планету народов и наций. Тут же на форуме участники заявили о первом шаге по борьбе с Америкой. Например, у нас в марте следующего года в Техасе возможно проведение референдума за сецессию этого штата от территории Соединенных Штатов Америки. Тот факт, что Россия имеет успешный опыт в организации проведения референдумов, могли подтвердить представители самопровозглашенных, но пока не признанных ЛНР и ДНР, которые, конечно же, тоже были на этом форуме. Группа бородатых мужчин в черном, бывшие соратники известного российского националиста Демушкина. 1,5 года назад уже в составе организации «Енот-Корп» одними из первых поехали добровольцами в ЛНР. Сейчас у ребят политические амбиции. Не тупоголовую пехоту, поэтому надо показывать людям, что мы еще можем принимать участие в каких-то официальных нормальных проектах. На форуме зашла речь также о Чечне. Однако защищать право чеченского народа на самоопределение никто не собирался. Беата Бубенец, Москва, для настоящего времени. Почему нашу страну на трибунах в соседней стране представляют юные нацисты? Задается вопросом руководитель белорусского телевидения Геннадий Давыдько. Чиновнику не понравилось братание украинских и белорусских болельщиков во Львове. Формулировку чиновника футбольные фаны не пропускают, ждут извинений и грозят судом. Смотрите скоро. А прямо сейчас история, в которую сложно поверить. Вместе с товарищем в мае 2014-го он едет в Россию на пару дней по делам бизнеса, а возвращается домой во Львов спустя только год. В гостинице города Обоянь Курской области под предлогом проверки документов полиция его задерживает и доставляет в участок. Так начинаются 12 месяцев его личного ада в российских тюрьмах. Львовского студента Юрия Яценко перевозят с места на место, бьют, пытают, отпустить обещают только если признается, что приехал в Россию, цитата, «с целью ведения антироссийской деятельности». Юрий отказывается. Увидеться с родителями он только в мае 2015-го. На неделе Юрий приезжает в Прагу, дает интервью, рассказывает, через что пришлось пройти. Здравствуйте, Юрий. Спасибо, что нашли для нас время. Вы в общей сложности провели в России под пытками в ФСБ, в СИЗО год. Как думаете, почему о вашей судьбе, вообще о вас, не так широко сообщалось, как, скажем, о Савченко и Сенцове? Каждая история отдельная, и нет общего рецепта, как помочь какому-то всем и сразу. По Савченко она получила очень серьезный статус в Украине, стала народным депутатом, и ее освобождением занимаются, можно сказать, самые высшие эшелоны власти. Но почему в вашем случае этого не произошло? Ну, это вопрос, наверное, к нашему Министерству иностранных дел и к нашему государству. В России сейчас находится около 10 только нам известных политзаключенных. О себе я заявил
уже как только смог, через 2 недели после того, как меня держали в полной изоляции, после того, как я себе вскрыл вены, обо мне узнала Украина и приехал генеральный консул Украины. Вы пережили пытки, в которые даже сложно поверить, когда читаешь эти истории и ваши немногочисленные интервью. Как вы сами отвечаете на вопрос, вот, что помогло вам выжить? Помогло мне выжить борьба с моей стороны. Это похоже было на игру ума между мной и сотрудниками ФСБ и Управления Федеральной службы исполнения наказаний. То есть со своей стороны они думали, как меня сломать, как меня завербовать. Это целый оперотдел СИЗО думал над этим. Ты должен выступить по телевидению и сказать то, что мы говорим, то, что мы тебя просим. Иначе мы тебя заставим это делать. Какие попытки они предпринимали? Первых 3 дня, как только меня задержали, мне не давали ни кушать, ни спать. Я сижу в кабинете управления ФСБ по городу Обоянь, и передо мной сразу вынули какие-то медицинские ампулы, шприцы. Мы вколем тебе это. Очень плохая, сильный вред для здоровья будет, но ты подпишешь все, что нам угодно. И это первых 3 дня. Потом через 2 недели они меня, когда узнали, что у меня есть адвокат, вывезли в лес, подвесили в позе ласточка на крюк. Это когда руки в наручниках сзади, и у меня был мешок на голове перемотан скотчем. И несколько часов они били по гениталиям, в живот. И для того, чтобы на следующий день ко мне нельзя было применить эти пытки, поскольку они невыносимые, я решил себе свой организм довести до такого состояния, при котором меня пытать нельзя будет. Я вскрыл себе вены, распорол живот и сказал, что я не дам себя зашить, пока мне не дадут перезвонить домой. И примерно через 40 секунд мне дали телефон. Дальше меня зашивали в больнице без наркоза. Поскольку сказали, умел резаться, умей терпеть. Ко мне подсаживали провокаторов. Я просидел 3 месяца с психически больным человеком. 3 месяца я просидел в одиночной камере. Вы помните, что вы первое сказали своей маме, когда ее увидели после освобождения? Сказал, что у меня все хорошо. Дословно я не помню, но, конечно, меня эмоции изнутри били ключом из меня, и поэтому мы просто уютно поговорили. А у спецслужб российских есть какая-то четкая стратегия, спускаемая сверху, или их решения хаотичные, главное, вот по линии партии? Был такой момент, я сижу следователя в кабинете, он говорит, сейчас решается вопрос о твоем освобождении. Мы решили не продлевать срок держания под стражей. Я думаю, тебя сегодня отпустим. Где решается, он уточнял? Он сказал, Москва. Сейчас начальство с Москвой. Начальство, то есть все решения по вашей судьбе, они спускались сверху? Да, по крайней мере, по моим ощущениям, так было. Юрий, а если говорить об Украине, вот в Украине как в государстве, по-вашему, существует четкая стратегия, как нужно освобождать, добиваться освобождения своих политических заключенных в России? Есть люди ответственные или их нет? Госорганы, они говорят, что они работают, но так получается, что на очень многих заключенных просто нету денег на адвоката. Моего адвоката полностью оплачивал мои родители, мои друзья и зарубежные фонды. А при этом государство Украина знало о том, что вы в тюрьме в России? А государство знало, что мне нужны деньги. Но помощью политзаключенным почему-то занимаются гражданские организации. Евромайдан СОС помогает политзаключенным. Чтобы сказать, что ничего не делается, я так не скажу, но настолько большая несогласованность в действиях, настолько большой, скажем, отсутствие плана в действиях. Спасибо вам, Юрий. Целая неделя за полчаса. Приветствуем всех, кто только к нам присоединился.
У невероятного по своей атмосфере футбольного матча между сборными Беларуси и Украины, прошедшего в начале сентября, может появиться третий тайм, судебный. Братания болельщиков и фанатские кричалки на львовских улицах и трибунах Львов-арены не понравились председателю Белтелерадиокомпании Геннадию Давыдько. В прямом эфире белорусского телевидения он называет футбольных фанатов страны юными нацистами. Болельщики молчать не стали, ждут извинений и грозят судом. Из Минска Анастасия Ненашева. Историческим называют болельщики прошедший во Львове отборочный матч чемпионата Европы между футбольными сборными Украины и Беларуси. И речь совсем не о результате. Белорусы проиграли 1-3. Предыдущие матчи омрачались драками белорусских и украинских фанатов. В этот раз все происходило в атмосфере всеобщего братания. Это первый раз, когда мы приезжаем в Украину как друзья, с мирными целями, как братья. Ситуацию изменил киевский Евромайдан, после которого болельщики объединились и, по их словам, нашли общие ценности. Путин имел для нас другую модель. Когда начался Майдан, показательно было, что одной из первых жертв был белорус. Уже на стадионе для белорусов матч начался со скандирования украинскими фанатами «Живе Беларусь». Лозунг подхватила вся Львовская арена. А вот глава государственного белорусского телеканала Геннадий Давыдько спустя неделю в Минске в прямом эфире назвал белорусских фанатов юными нацистами. Мне интересует эта маленькая часть людей. Что эти юные манкурты имеют против России? Почему нашу страну на трибунах в соседней стране представляют юные нацисты? Это высказывание вызвало резкое недовольство среди фанатов. Так, болельщик Андрей Вальковский обратился к Геннадию Давыдько с открытым письмом. Требую принести публичные извинения белорусским любителям футбола за ваши несправедливые и оскорбительные обвинения. В ином случае я буду вынужден взять на себя роль организатора массовых исков в защиту достоинства в рамках белорусской судебной системы. Руководитель БТ тут же в интервью Еврорадио заявил, что назвал болельщиков нацистами сгоряча и даже, мол, готов был попросить прощения. Однако чуть позже в газете «Советская Белоруссия» Геннадий Давыдько сделал оговорку. Среди тех белорусских болельщиков, кто приехал на матч, основную массу составляли люди взрослые, порядочные. Но тех озлобленных юнцов, которые публично оскорбляли на львовских улицах Владимира Путина, Россию, а стало быть, своим поведением и Беларусь, их я назвать другим словом не могу. 42-летний футбольный фанат Андрей не понимает, где Геннадий Давыдько увидел нацистов и какое отношение к Беларуси имеют фанатские кричалки про Путина. Чтобы говорить такие слова, как он высказал, нужно было просто самому съездить туда и посмотреть. И на основании этого сделать какое-то заключение. Если он считает себя тоже болельщиком белорусской сборной и любит Беларусь, пускай ездит вместе с нами. Спортивный результат известен. А вот чем закончится противостояние фанатов и председателя Белтелерадиокомпании, сказать сложно. Ведь судебные дерби, в отличие от спортивных, в Беларуси проходят по другим, особым правилам. Анастасия Ненашева, Минск. Настоящее время. Это была целая неделя за полчаса. 7 дней нашей жизни в одной программе. Все выпуски на сайте currenttime.tv, в социальных сетях и в эфире ваших национальных телеканалов. Я Сергей Дорофеев. Спасибо, что смотрели и думали.